Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. В Якутске раскрыли кражу сотового телефона, совершенную в одном из ресторанов города. Рано утром в дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал, что кража произошла, когда он отдыхал в ресторане. В тот же день оперативники установили 20-летнего подозреваемого. Он, в свою очередь, признался, что в тот вечер был пьян, заметил сотовый телефон, оставленный без присмотра на столике, и незаметно похитил его. По словам подозреваемого, похищенное он хотел оставить у себя для личного пользования. Телефон изъяли и вернут владельцу. А в отношении вора возбудили уголовное дело. Также в Якутске из компьютерного клуба украли жесткий диск. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 26-летний администратор клуба. Установлено, что подозреваемый украл жесткий диск, а затем продал его за пару тысяч рублей. По словам злоумышленника, похищенные деньги он потратил на покупку спиртного. В его отношении также возбудили уголовное дело. В Тампонском районе осудили мужчину, обвиняемого в убийстве. Подсудимый в декабре прошлого года, находясь в поселке Хандага, с использованием ножа, напильника и кухонного топорика взломал дверь и проник в квартиру, где обнаружил свою супругу с другим мужчиной. Подозреваемый ударил не менее 9 раз мужчину ножом в грудь, живот, голову и другие части тела. В результате полученных ран потерпевший скончался в больнице. Как сообщает прокуратура Якутии, в ходе рассмотрения уголовного дела государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершенном преступлении. Его приговорили к 9,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Установка вредоносной программы обошлась жительнице Ленского района в свыше 115 тысяч рублей. Жительнице поселка Пеледуй позвонил неизвестный. Он невзначай поинтересовался, не оформляет ли она в это время кредит в банке. Когда женщина ответила отказом, он настоятельно рекомендовал установить на телефоне специальное приложение, ссылку на которую служба технической поддержки уже направила на ее номер телефона. Установка данного приложения поможет ей в дальнейшем избежать мошеннических действий со счетами, заявил ей лжесотрудник банка. Как только потерпевшая установила данное приложение, сломался ее телефон. Тогда женщина позвонила на горячую линию банка и выяснила, что мошенники при помощи приложения оформили на ее имя кредит на сумму свыше 98 тысяч рублей. Также они списали 17 тысяч рублей с баланса карты. В Якутске к уголовной ответственности привлекли владельцу очередной резиновой квартиры. По сообщению МВД региона, 30 граждан из стран ближнего зарубежья были зарегистрированы в одной из квартир в столице республики. Квартирантов 36-летняя хозяйка в глаза не видела. Жительница Якутска заявляла об их проживании на ее жилплощади за денежное вознаграждение. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Перейдем к происшествиям в других регионах. 2 человека погибли в результате аварии рейсового автобуса Москва-Тбилиси в Липецкой области. Об этом сообщают представители экстренных служб региона. Уточняется, что машина съехала в кювет на скользкой дороге. По неподтвержденным данным, оба погибших были пассажирами. Всего в автобусе находились 19 человек, 2 водителя и 17 пассажиров. Все они граждане Грузии. 9 человек получили травмы, среди них ребенок 2014 года рождения. Его доставили в травмпункт города Ельца. 5 человек госпитализировали в Елецкую больницу номер 1. Из них 2 находятся в тяжелом состоянии, 3 человека в состоянии средней тяжести. По информации МЧС по региону, авария произошла около 7 часов вечера на 356-м километре трассы М4 Дон, вблизи населенного пункта Ярлукино-Становлянского района. К ликвидации последствий привлекли 50 человек и 17 единиц техники. По данным властей Липецкой области, автобус принадлежит частному лицу и зарегистрирован в Грузии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.